Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. За 9 месяцев текущего года Дальневосточным главным управлением Банка России на финансовом рынке Якутии было выявлено 17 субъектов с признаками нелегальной деятельности. По-прежнему основную часть составляют так называемые черные кредиторы, это 15 компаний. В большинстве случаев лжекредиторы маскировались под микрофинансовые организации, которые либо никогда не состояли в государственном реестре финансовых организаций, либо были исключены из него. Нелегальные кредиторы выдавали якутянам займы, не имея на то законного права, вводили людей в заблуждение, неправомерно используя в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания», что является грубым нарушением действующего законодательства. Информация о мошенниках передана в правоохранительные органы. Также в республике была выявлена одна организация с признаками финансовой пирамиды и один нелегальный брокер. Чтобы не стать жертвой мошенников при обращении в финансовую организацию, необходимо проверять наличие у нее официального разрешения на предоставление конкретных финансовых услуг. Сделать это можно также на официальном сайте Банка России. Доля государства во всех компаниях, кроме оборонных, должна уменьшиться минимум до 50%, считает Минфин. А в некоторых случаях надо сократить ее до 25% или до нуля. Сейчас процесс приватизации затормозился и идет рекордно низкими темпами. Минфин считает, что доля государства в компаниях свыше 50% за исключением оборонных должна быть снижена до этого уровня, включая российские железные дороги и Транснефть. А в некоторых случаях цель снизить долю до нуля или блокирующего пакета 25% плюс одна акция, отметил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. В России 442 акционерных общества с долей государства более 50% по последним данным Росстата на начало года. Отмечается, что пока приватизация продвигается медленно, последней значительной сделкой была продажа 11% акций алмазодобывающей компании «Алроса» в 2016 году. Среди причин торможения, по словам чиновника, возможность для государства получать регулярные дивиденды вместо разовых доходов от продажи акций. Минпромторг России запланировал введение оборотных штрафов за недолив бензина на автозаправочных станциях. Штрафы предполагалось ввести раньше. Соответствующий законопроект уже вносился в мае этого года в правительство, но его вернули в связи с разработкой нового кодекса об административных правонарушениях. Новая редакция кодекса должна быть принята в 2020 году, а вступить в силу с 1 января 2021 года. Предварительно запланировано, что штраф за недолив составит 1% от выручки автозаправки за предыдущий год, но не менее полумиллиона рублей. В случае повторного нарушения эта сумма увеличится до 2 и более миллионов рублей или 3% от выручки. На преодоление ситуации с обманутыми дольщиками правительство в следующем году выделит еще 21 миллиард рублей из федерального бюджета. Об этом заявил вице-премьер правительства Виталий Мутко. Он отметил, что это дополнительная сумма к тем 16 миллиардам, которые выделены в текущем году. По словам Мутко, деньги пойдут через Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства на дома, которые будут достраиваться в 39 субъектах России. Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития России до 2024 года. В случае, когда в достройке дома помогает Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства, механизм позволяет заходить на объекты, где застройщик обанкротился, санировать объекты, проводить работу по изучению технической документации и переподписывать с гражданами различные соглашения. Токийский автосалон – международная выставка легковых и коммерческих автомобилей, а также мотоциклов, которая проводится раз в 2 года при поддержке Японской ассоциации производителей автомобилей. Первое мотор-шоу под названием All Japan Motor Show состоялось в 1954 году и в очередной раз проводится в эти дни. Все подробности далее в материале моих коллег. «Открывай будущее» – девиз токийского автосалона, который начал свою работу для специалистов 23 октября. Исполнительный директор Toyota Акио Тойода решил въехать в это самое будущее на беспилотном автобусе и-Палет. Именно такие небольшие электрические тихоходы будут уже через несколько месяцев возить атлетов Токийской Олимпиады 2020 года. В каждый аппарат вмещается 20 человек, а запас хода этой маршрутки из будущего – 100 километров. Вообще же электричество и малый размер – две основные отличительные черты новинок этой автомобильной выставки. Та же Toyota показала итоговую предпродажную модификацию Ultra Compact BEV. Аббревиатура в его названии означает Battery Electric Vehicle. Машина на батареях, то есть. Как считают в Токио, она идеально подойдет пенсионерам для коротких поездок. Mitsubishi, видимо, также посчитали, что небольшой размер – это признак прогресса.
В Токио в среду показали концепт гибридного паркетника Mi-Tech. Он отличается не только футуристичным внешним видом, но и необычной конструкцией. Под капотом у него не двигатель внутреннего сгорания и даже не батареи, а газотурбинный генератор, который работает не только на газе, но и на солярке, керосине или спирте. Топливо в нем сгорает при меньшей температуре, следовательно, и вреда для экологии меньше, считает производитель. А в каждом из колес этого кроссовера небольшой электромотор. Nissan также приоткрыл завесу тайны над тем, как будут выглядеть его будущие SUV и минивэны. Публике представили два концепта – Арая и АМК. О последнем старший вице-президент компании Кунио Накагура сказал: «Никогда еще так много инноваций не скрывалось в столь маленькой коробочке». Увлечение компактными размерами отнюдь не прихоть, считают журналисты японских изданий. По их мнению, это именно то, что необходимо стремительно стареющей нации, города которой известны своими узкими улочками. По этим же двум причинам новинки могут заинтересовать и европейцев. Демонстрировать свои концепты американской публике японские концерны пока не планируют. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.